Вот уж кому достается от приезжих по полной программе. А вы что, собственно говоря, хотите от нищих людей? Нищета ведь выпирает в жилых кварталах, спальных кварталах города, ну, буквально изо всех дыр. А в припляжных районах она мгновенно бросается в глаза, ну, точнее в уши, повсеместным матом. Это, наверное, вот самое первое мое и самое сильное впечатление после переезда – повсеместный мат. Вот в том же в Иркутске, я же сам жил в университетском микрорайоне, молодежи много, но там ничего подобного слышать не приходилось. Впечатление такое, что в Сочи матерятся все и повсюду. Ну, понятно сразу, что это от того, что ты попал в город не самой высокой культуры, отнюдь, но это на первый взгляд. А вот по размышлению начинаешь понимать, почему столько мата. Сочинцы живут в обстановке тотального отсутствия социальной перспективы. Зарплаты тут мизерные, конкуренция на рынке труда чудовищная из-за сезонников, перспективы роста нулевые. Ну, теннисист Кафельников, там один из космонавтов, одна из звездочек ТНТ, не в счет, они исключение из правила и только подтверждают само это правило. Ну и плюс воспитание. Сочинцы ведь с молодых ногтей впитывают образец для подражания, праздношатающихся отдыхающих. И образ этот, ну как могу предположить, только усугубляет их ориентиры в жизни. И вот когда уже в сознательном возрасте они начинают понимать, что они никто и зовут их никак, то вот этот детский идол, отдыхающий, начинает вызывать только раздражение, зависть, ну и так далее по тексту. Так что Сочи – это город с объективно заниженной социальной ответственностью, и глупо, наверное, неправильно оценить его с какой-то другой, более высокой точки зрения. Ну а резюме такое. Сочи город-курорт, то есть город для кратковременного отдыха, но не для жизни.